Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте узнаем, как он вас видит, какой он вас видит. И по его мнению, кто вы в его жизни, в его судьбе. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени. Задайте мысленно, либо вслух ему вопрос. Мой милый дорогой, как меня видишь, какой меня видишь? И кто я в твоей жизни, в твоей судьбе? Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то стена между вами, как стена недопонимания, либо как, не знаю, камень преткновения. Что-то вот по его мнению между вами сейчас образовалось. Ему сложно до вас достучаться, либо наоборот, он сам пытается от вас закрыться, либо что-то от вас утаить, скрыть, спрятать, возможно. Мужчина, которого вы загадали, был жизнерадостным, был очень активным, веселым, позитивным. Но в последнее время как-то вот загрустил, мне идет. То ли ему есть что скрывать, то ли он очень сильно переживает и боится, что разочарует вас. Вот он вас показывает такой независимой, крутой женщиной на миллион, да, вот он смотрит на вас немножко с завистью. С момента, как вы познакомились, с момента, как вы друг друга узнали, вы очень сильно изменились. И вот как разрыв между вами происходит, либо разрыв между тем, какой вы была и какой вы стали. И вот он смотрит, у него прям голова начинает кружиться. Он думает, ну как, ну вот как? Тихая, скромная, спокойная, да, девушка, и тут на тебе прям богиня-царица. Вот как у нее это получится? Как она это делает? Я тут и верчусь, и кручусь, а у меня не получается. Да? Возможно, у вас карьерный рост, возможно, ваш бизнес стал приносить результаты. Возможно, вы там удачно закончили учебу. Возможно, действительно очень многое поменялось за то время. Вот он смотрит, никак этого понять не может. Где вы черпаете ресурс? Да? Что вы за женщина такая с секретом? Да? Откуда силы берете? Вот ему как не угнаться за вами. Вы очень изменились. А еще я вижу, что вы как-то по-другому стали относиться не только к нему, но и к себе. Вот как стали больше, наверное, уважать себя, ценить себя и требовать к себе должного обращения и отношения. И он такой, о боже, подменили, ее подменили. Где моя тихоня такая спокойная, которая все терпела? Кто эта женщина с буйным характером? Да? Кто подменил? Да? Вот заменили, подменили, обманули меня. Да, девчонки. Раньше вы как, не знаю, как терпели все. Либо молча сносили все его выходки. А теперь вы такая раз, руки в боки, так не поняла, да, что происходит. А мне так не нравится, я так не хочу. Очень изменились, очень сильно. Он думает, что на вас какие-то женщины влияют, две женщины. Но я вижу, что это не так. Просто не так. Да, возможно, в момент знакомства вы вели себя действительно скромно. Ну а что, вы должны были прям всю себя наизнанку вывернуть, чтобы ему показать. Опять же, какие времена, такой и характер, да, такое и отношение. Может быть, он вас чем-то довел. Может быть, вы устали с чем-то мириться. И вы такая, ну типа, чего это, да? Чего это я буду мириться? В общем, очень изменились. И у него из-за этого кружится голова. Я не могу сказать, что это плохо, либо он к этому плохо относится. Просто вы действительно умеете удивить. Вы умеете быть разной, вы умеете быть другой. Вот сейчас у него состояние, как будто бы он впервые с вами знакомится, да? Что вы какая-то совершенно другая женщина. Вот. Конечно, он этому удивляется, конечно, он в шоке.
Вот еще какой-то разговорчик между вами был, и он после этого разговорчика ходил как по голове ударенный. Вот, ну правда, да, что-то вы такое сказали, либо в такой тональности. И он такой, блин, да как же так, да? Да что происходит, да? Куда мир катится? Ну, здесь больше, извините, восхищение и шока идет вот в сегодняшнем дне. И, девочки, сейчас такую вещь скажу, которая, возможно, вам будет неприятна. Если вы мнительный, впечатлительный человек, пожалуйста, не слушайте. Но если вы готовы к любой правде, тогда послушайте. Смотрите, действительно, когда вы познакомились, вы ему казались какой-то, ну вот, либо серой мышкой, либо ручной мышкой, да, что вот она такая спокойная, тихая, я там буду чудить, крутить, куролесить, а она все будет, значит, терпеть. Я такой яркий, крутой, а она такая тихая, спокойная, да, в общем, все вынесет, все вытерпит. То есть удобный вариант, да, удобный вариант. Ну, помимо того, что вы ему понравились, там, как женщина его очень привлекли, вы ему были удобной. А теперь все поменялось ровно настолько, что это ему нужно подстраиваться, чтобы быть вам удобным. Иначе вы его там пнете и улетит этот товарищ. Он это прям чувствует, знаете, причинным местом чувствует, что вы его скоро пнете. И скажете, да пошел ты, да, что это я должна тут терпеть, да? Мне настоящего мужчину надо, а не вот эти твои выкрутасы, да? Меня нужно обеспечивать, содержать, ублажать, веселить, развлекать, давать мне красивую жизнь. Да, я этого достойна, я прекрасная женщина. И он такой заглядывает там с грустью в свой кошелек, либо выворачивает свои дырявые карманы и такой, блин, нету средств, да, нет возможности, потенциал-то схлопнулся. Вот, что-то вы, девочки, да, очень изменились. А почему вы изменились? Давайте на картах посмотрим. Вот прямо интересно. Мне вот почему-то идет, что это он вас довел до жизни такой, что вам пришлось стать сильной. А может быть, вы всегда были сильной, но в силу своих манер действительно это не афишировали. Да, вот есть такие девчонки, про которых говорят, что в тихом омуте черти водятся. Но сейчас ему, конечно, крышу от вас сносит, просто сносит. Так, причина, почему вы изменились, почему вы стали другой, да, по его мнению другой, возможно, вы и не другая, да, вот почему вы изменились. А потому что вы теперь знаете, чего вы хотите, и вы знаете, как этого достигнуть. Вот, как я сказала, да, вы не хотите размениваться по мелочам. Зачем вам мнимая стабильность, человек, который непонятно, то ли друг, то ли как, там, любовник, кто он вам, да, непонятно в подвешенном состоянии положения. Вы четко понимаете, чего хотите. Любви хочу и семейного счастья, благополучия хочу. И я понимаю, как мне к нему дойти. Пусть дорога непростая и витиевата, но я понимаю, чего я хочу и к чему я пойду. Вот. А все остальное, извините, это в пользу бедных. Да? Мне уже это не интересно. Может быть, он вам много обещал. Может быть, он там наговорил с 3 короба, ничего не сделал. Угу. Проблемы он вам создавал. Проблемы, понимаете? Вот с ним были какие-то бесконечные проблемы. И еще могли быть проблемы с какой-то женщиной из-за него. Может быть, мама у него там очень активная, деловая, которая типа, у меня самый лучший сыночек, ты ему не подходишь, да? Нам такие девочки не нужны, там невестки не нужны. Вот. И он такой мямля сидел и не знал, как ему там поступить, глазами блымал. И вы такая, да ну нафиг мне такое надо, да? Зачем мне такой мужик? Ну, когда, да, вот он вас довел, да, довел до жизни такой, довел, что у вас глаза открыли, что вы вышли из состояния ребенка и такая, ну все, теперь я уж турвала своей жизни, буду плыть туда, куда мне надо. И не буду размениваться по мелочам, да, не буду всем удобной. Вот и все, вот и весь сказ. Когда женщина меняется, в этом всегда виноват мужчина, да, потому что мужчины доводят женщин. Женщинам приходится становиться сильными, характерными, независимыми, такими вот прям крутыми, да, во всех смыслах этого слова. Да потому что мужчины надежного нет. Был бы он крутой, был бы он сильный, могли бы вы ему полностью довериться, да, конечно, были бы цветочком, маленьким цветочком, цвели бы для него и жизни радовались, да. Но с такими мужиками приходится становиться действительно сильной. Так, давайте еще с вами посмотрим такой момент.
как влияют ваши перемены на этого мужчину? Вот кроме вот шока, кроме удивления, что станет продуктом этих перемен? Да? Вот что, может быть, в нем поменяется? Ну, сразу тут с креста зашли, конечно, поменяется. Ой-ой-ой. Дурь будет с него выбивать, либо сама дурь выбьется, видя вас, стараясь за вами успеть, стараясь вас не потерять. Смотрите, чем дальше вы от него, тем ближе он к вам. Понимаете, в чем закономерность? Он такой, блин, она крутая. О такой женщине каждый мечтает. Да? И чем дальше вы от него отдаляетесь, тем ближе он к вам подбирается. Понимаете? Если раньше ему в голову не приходило там что-то про семью, про семейные ценности, ему бы только вот интимную жизнь разнообразить, да, то теперь, и да, он же там типа, ну, я клевый парень, я друг, да, какой муж с меня, я просто друг, то теперь уже все меняется, теперь его уже тянет так, чтобы вас тянуть в ЗАГС, да, что вот надо вас окольцевать, надо вас не потерять, такую ценную женщину нельзя упустить. Ну и, конечно, до него начало доходить, что вы женщина всей его жизни, всей судьбы. Да, на семейные ценности пробила. Стал вспоминать, что он ведь мужчина, да, мужчина, и не может себя вести как какой-то абсос, извините. Конечно, конечно. Ой, прискорбно это говорить, но, девчонки, когда вы начинали отношения, там как бы любовью особо и не пахло. Да, мужчина как... Он... свое самолюбие, это честолюбие удовлетворял, не самолюбие, ну потому что вы красивая, потому что на вас мужики засматривались, и он такой, ну типа, моя, пусть все мужики завидуют. Вы для него, как, извините, витрина были, да? Типа, я успешный, крутой мужик, потому что самая красивая выбрала меня. Но при этом больше как бы не про любовь было, а именно про понты и про удовлетворение там, ну, интимных потребностей, скажем так. Вот. Но в процессе начало открываться. Он сам с удивлением заметил, сам себе открыл, что он влюбился. Да? Что так как вас никого другого не ценил, никто, ни одна другая женщина для него никогда не была такой дорогой, как вы. И как ему страшно вас потерять. Ну, потому что сердечко-то по вам уже сохнет и болит. Вот, девчонки. Да. Ну, что заработал, то и получил. Что заработал, то и получил. Так, кто вы в его жизни? Ну, вот она вы, самая главная персона в его жизни, самый главный персонаж, характер, как правильно сказать. Вы та, кто стоит в проеме, видите, вот он проем в новую жизнь. И только лишь от вас зависит, что будет дальше с этим мужчиной. Пойдет ли он с вашего разрешения за вами в новую жизнь, либо останется в прежнем вот этом состоянии, в прежнем положении какого-то там недомальчика-шута. Как взрослый мужчина, но при этом ведет себя как, я не знаю, юнец, да, 15-16 лет, да, кубертат на широкую ногу. Да, да. Видите, вы как будто бы судьбу его решаете. Если вы ему, значит, позволяете пройти за вами в эту новую жизнь, в эту желанную дверь, то и у него судьба и жизнь меняется. То есть он понимает, что с вами он не пропадет, с вами будет он и чистым, и сытым, и залюбленным, и вы ему подсказываете, вы помогаете, еще просветленным будет. Вот. А без вас что? Вернуться в прежнюю жизнь, в эти непонятные там стенания, таскания по непонятным женщинам, да, жизнь с друзьями, которые вот такие бесшабашные, сорви голова. Не, он уже так не хочет, потому что он попробовал, понимаете, вот как можно сравнить с кухней, да, вот это высокая кухня, это вы, да, мишленовские рестораны, высокая кухня. А то, что было у него до в жизни, это как какой-то, я не знаю, там, какая-то забегаловка, тошниловка, там, не знаю, чебурек на вокзале. Это то, что у него в жизни было. Конечно, ему хочется с вами, конечно, хочется рядом с вами. И, конечно, он вас полюбил, девчонки. Хоть он это сейчас еще как-то не сформировал у себя в сознании, но уже сердце по вам и болит, и плачет, и сохнет, и разрывается в груди, когда долго вас не видит, либо когда у вас какие-то проблемки с ним происходят.
Да, персона номер один, да, женщина единственная, неповторимая на всю жизнь. Вот кто вы в его жизни. Проводник в новую жизнь, проводник в будущее. Вот кто вы для него. Ну, что есть, то есть. Вы сами это видите. Вот они, рисунки перед вами. Видите, он с розой, а вы такая стоите и вот так рукой делаете. Ну, типа, минуточку, разберемся, нужна ли мне твоя роза или нет. Да, и между вами вот эта преграда. Преграда, которая не позволяет ему от вас получить все то, о чем он желает. Смотрите, здесь кольцо показали, кольцо, которое он как будто бы в кармане прячет. То есть желание окольцеваться с вами. Просто он не знает, как вы на это среагируете. Да? Вдруг еще пошлете, вдруг еще и заблокируете его, скажете: да пошел ты со своим кольцом, да? Ты мне предъяви, да? Что ты можешь мне дать, зачем мне твое кольцо? Дай мне нормальную жизнь, условия, зарплату свою, да? Вот тогда и поговорим про кольцо. Сейчас я тебе в этом не верю. А сможешь ли ты содержать семью? А могу ли я на тебя положиться? Да? Вот какие-то вопросы ему задаете. Либо был какой-то разговор, где вы, может быть, косвенно как-то на это намекали, но он же ведь не дурак, он все понял. И он такой: о, как оно поменялось, о, как у него там требования, да, ой, чего хочет. Но с другой стороны, он понимает, что правильных вещей вы хотите. Что именно этого нужно хотеть для серьезных отношений, а не просто там время провести в постели. Да, очень поменялись, очень. И еще, девочки, тут такую вещь он показал. Ну вот опять, вот он у вас явно какой-то тайный эротоман. Вы меня извините, но вот явно у него что-то там, как проблемная зона. Вот он здесь показывает, что так как с вами, например, если вы любовники, да, вот как с вами, у него с другими женщинами никогда не было. Вот какое-то вот особое, не знаю, ощущение, которое его полностью поглощает. Вот, делает его бесконечно счастливым. Если у вас еще ничего не было с тем, кого вы загадали, ну, мало ли вы там, до брака такая, да, докажи сначала, а потом уже меня получишь, то его настолько сильно к вам влечет, как никогда и ни к одной женщине не влекло. Вот просто он с ума сходит, вот готов на стенку лезть, да, вот так влечет. Вот он до вас дотрагивается, его там током прошибает, там 10 тысяч вольт, понимаете, прям сгорает в этом токе. Вот, что-то у вас такое, либо энергетика такая, там, суперсексуальная, манкая, либо он так сильно настроился на вас, опять же, может быть, у вас там феромоны сходятся, флюиды, да, все эти дела, что он себя уже не контролирует. Он как этот зависимый, если у вас уже было, и зависимым точно станет, если будет. Вот. Про это он тоже показывает. Он говорит: блин, как так? У меня никогда такого не было. Вот никому так не тянуло, ни с кем такого удовольствия неземного не ощущала. Вот с ней, пожалуйста, просто пожалуйста, вот оно. Ну, в общем, девочки, тут... Что есть, то есть. Что показал, то показал. То я вам и рассказала. Так, женщина номер один. Женщина, которую он не имеет права потерять. Но женщина, которой нужно действительно соответствовать. Иначе вы его не подпустите к себе. Вы знаете себе цену. Вы действительно крутая во всех смыслах этого слова. И этот мужчина готов, ну, не знаю, подъюбочником вашим стать, подкаблучником, лишь бы рядом с вами. У вас сошлось все, понимаете, вот как и солнце, и луна, одна и единственная. Конечно, его сейчас штормит, да, он, ну, буквально вот сейчас осознает всю силу своих чувств, они ему только лишь открываются. Дальше, девочки, я так понимаю, будет больше. Этот мужчина от вас не отступит, и даже если вы его будете гнать от себя, он не отстанет, он будет вот так вцепиться в вашу ногу и будет волочиться за вашей ногой, потому что вы, именно вы и только вы откроете ему дверь в новое счастливое будущее. И он это понимает, он отдает себе в этом отчет. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.